Несколько театральных коллективов Башкортостана – это Стерлитамакский государственный русский драматический театр и театрально-концертное объединение, Салаватский государственный башкирский драматический, Туймазинский татарский драматический, Сибайский имени Арслана Мубарякова получают значительную финансовую поддержку по программе «Театр малых городов» благодаря реализации в республике с 2017 года федерального партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Более 214 миллионов рублей за 4 года. Эти внушительные средства направляются как на создание спектаклей с приглашенными режиссерами-постановщиками из Москвы, Санкт-Петербурга, сценографами, так и улучшение материально-технической базы, костюмы, декорации, оснащение зрительного зала, автотранспорт для гастрольной деятельности и многое другое. Уважаемые телезрители, предлагаем вам небольшой экскурс по сценическим площадкам республики, чтобы окунуться в театральную жизнь наших так называемых малых городов. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по программе «Театры малых городов» Государственный русский драматический театр города Стерлитамак на протяжении 4 лет получает субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах численностью до 300 тысяч человек. В 2017-2018 годах на приобретение современного светового и звукового оборудования, создание декораций, сотрудничество с приглашенными техническими и творческими специалистами, художниками, хореографами, музыкантами, включая создание 3 спектаклей «Руслан и Людмила», «Недоросль» и «Проводы белых ночей», было потрачено около 13 миллионов рублей. В спектакле «Недоросль» я играю Еремеевну, няню Митрофана. Спектакль очень яркий, интересный. Мне было интересно над ним работать, потому что я играю старушку. Это было необычно, интересно и увлекательно. В 2019-м стерлитамакцы замахнулись на сивильского цирюльника, который обошелся почти в 7 миллионов. Конечно же, это с учетом приобретенного оборудования, улучшения материально-технической базы. На постановку цирюльника пригласили популярного российского режиссера Константина Солдатова. Благодаря проекту «Культура малой Родины» в нашем театре появились такие замечательные спектакли, как «Хозяйка Медной горы», «Руслан и Людмила». И я очень рад, что подобные проекты существуют, которые позволяют театрам развиваться и расти дальше. 2020 год был ознаменован очередной грантовой поддержкой федерального проекта «Культура малой Родины». На «Хозяйку Медной горы» по сказке Павла Бажова получили субсидию в 4,5 миллионов рублей. Теперь и в арсенале у постановщиков Стерлитамакского русского театра имеется видеопроектор для создания особых спецэффектов мультипликации. Спектакль Бажова «Сокровища Медной горы». Это очень хорошая работа, интересный спектакль как для детей, так и для взрослых. Я думаю, что этот материал будет интересно смотреть как самым маленьким, так и уже большим, состоявшимся взрослым людям. Лично мой персонаж, мне кажется, он просто говорит сам за себя. Ну, плечо широкое, грудь круглая, ноги дюжие, шею оглобли не согнешь. Поэтому роль Никиты мне очень близка. Проект «Культура малой Родины» очень важен для нашего театра. С его помощью мы имеем возможность создать новые хорошие спектакли и для детей, и для взрослых. В прошлом году по проекту «Культура малой Родины» мы подарили жителям Стерлитамака спектакль «Сокровища Медной горы» по сказам Бажова. Этот спектакль посмотрело много, он для семейного просмотра, его посмотрело много детей, взрослых, с родителями. Активная театральная жизнь города кипит и на другой сценической площадке у соседей – в Стерлитамакском театрально-концертном объединении. Истины ради напомним, что первый профессиональный башкирский театр появился именно здесь, в некогда столице первой советской автономии. Кстати, именно этому историческому событию посвящена одна из значимых постановок «Ашкадар» Мухаммедши Буранголова в сценической версии Гульсесек Саламатовой. В 2017-м финансирование 2 спектаклей «Женитьба по Николаю Гоголю» в
постановки петербуржца Максима Соколова и «Өстаган» «Таганок» по Мустае Кариму. Воплощение тоже приглашенного режиссера Антона Федорова, включая республиканские и федеральные бюджеты, составило 8 миллионов рублей. Кстати, «Таганок» был признан лучшим спектаклем конкурсной программы 7-го международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе и тепло принят в Казани на 14-м международном фестивале «Наурыз», который в 2019-м наши соседи целиком посвятили столетию образования Республики Башкортостан. За весь период существования проекта «Культура малой Родины» в нашем театре было поставлено 6 спектаклей. Это спектакль «Таганок» по Мустаю Кариму, спектакль «Женитьба» по Гоголю, спектакль «Биглэй» – это у нас роман, инсценировка Спартака Ильясова. Также был поставлен спектакль «Ашкалар» Махмуда Буранголова. Далее у нас шли спектакли «Ночь лунного затмения», также по Мустаю Кариму, и «Утраченные грезы» Ангамат Набаева. Следует отметить, что спектакль «Таганок» он участвовал у нас во многих фестивалях. В Уфе на фестивале «Туганлык» он получил очень много номинаций, в том числе и лучший спектакль, лучшая режиссура, лучшая сценография, лучшая женская роль второго плана. Ниса Бакирова у нас получила. Участвовал этот спектакль в фестивале «Наурыз» в Казани. Очень достойные отзывы. И вообще все спектакли у нас имеют большую популярность и хорошие, так скажем, очень тепло был принят зрителями и нашего города, и везде, где бы мы ни были. Две грандиозные премьеры 2018 года «Ашкадар» режиссера Зиннура Сулейманова и «Биглэй» Спартака Ильясова в постановке Айрата Абушахманова получили грант федерального проекта «Культура малой Родины» около 7 миллионов рублей. Также хочется сказать, что вот проект, который назывался «Биглэй» по Спартаку Ильясову, он до сих пор продолжается. До сих пор его зрители принимают очень тепло, потому что тема войны, тема человека в войне, она всегда актуальна, всегда живет. И мы хотим сделать такую вещь, как экспедиции по местам Беглова, потому что это был реальный случай, и мы хотим посетить места, где жил, где существовал герой этого романа. Посетить вот эти края, дойти до места, где он в лесах таился, этот человек, побывать в его атмосфере, в его быту и, наверное, снять некий такой документальный фильм и да, осветить это уже в другом жанре, в другом формате для людей. В 2019-м, благодаря грантовой поддержке, это более 7,5 миллионов рублей, старлитамакцы поставили драму Мустая Карима «Айту Толган Тунде» в ночь лунного затмения с приглашенным якутским режиссером Сергеем Потаповым. Благодаря этому проекту мы оснастили наш театр оборудованием музыкальным, световым. Сцена наша заиграла другими красками, совершенно другие приспособления. Мы теперь можем использовать световые эффекты, генераторы дыма были приобретены. И это, конечно, решает много проблем в постановке спектакля. Этот проект нам помог, конечно же, с многогранной стороны. Во-первых, конечно, и оснащение техническое нашего театра. Это, конечно же, и материал, над которым мы работали. И у нас появилась возможность приглашать режиссеров со стороны, именитых режиссеров. И не только, приглашать еще и постановочную команду. Это и световики, инженеры, и хореографы, которые так или иначе являются творителями спектаклей. Поэтому пусть проект живет дальше и также нам предоставляет возможность для таких хороших спектаклей. В 2020 году, 30-й юбилейный сезон, на сцене Старлитамакского башкирского драматического открывали «Утраченными грезами».
Хушилов Хаялдарым Ангама Атнабаева в постановке Азата Зиганшина. На создание спектакля с расходами на творческую часть и улучшение материально-технической базы ушло около 3 миллионов рублей. В этом году мы участвовали в «Декаднике» со спектаклем «Утраченные грезы» Ангама Атнабаева. Ставил его режиссер Азат Зиганшин, который в свое время тоже играл главную роль. Могу сказать, что это спектакль именно для простого нашего зрителя, потому что в нем присутствует наш дух, наш быт, наш менталитет. Именно наш башкирский зритель принимает его именно своим. Bir yolg'izim yashavi bik og'ir men aytam. Sen shaxsiy mehnat yo'q-a? Estağfirullah, tövbe. Nersi? Estağfirullah, tövbe. Гульнас, мы рады встрече с вами на уфимских подмостках. И, наконец-то, вы довезли того самого старика из Альдермеш до нашего уфимского зрителя. Что вы ждете от нашего зрителя, в свою очередь? Конечно же, бурных оваций и, конечно же, теплого приема. Birinci bilenmi? Bol bilenmi? Birinci. Birinci düşermişler bilir. Bol. Один из молодых театров Башкортостана, Туймазинский государственный татарский драматический театр, ведущий свою летопись с декабря 1991 года, также активно участвует в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины». С 2017 года в нашем театре было поставлено 8 спектаклей. Начался этот проект со спектакля «Зятек». Дальше был «Островский бешеные деньги», был спектакль «Деревенские адвокаты» Мустая Карима, был спектакль «Жестокие игры» Арбузова, «Ива плачет под горой», это в 2020 году, «Башмачки». Яркие премьеры 2019 года «Старик из деревни Альдермеш» по пьесе Туфана Миннулина в постановке режиссера Азата Зиганшина и «Деревенские адвокаты» по пьесе Мустай Карима в инсценировке Зухры Буракаевой запомнились зрителям также благодаря новым театральным креслам. «Старик из деревни Альдермеш», он у нас в 2019 году вышел. Мы уже с этим спектаклем были и в Москве, и в Казани. Объехали очень много районов городских клубов, районных клубов, и Татарстан, и Оренбург. Очень много где были с этим спектаклем. И, наконец-то, мы его привезли в Уфу. Режиссер этого спектакля Азат Надирович Зиганшин. Художник этого спектакля, тоже работник Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Юлия Валерьевна Гилязева. Вот, мы как бы приехали с их работой показать нашему столичному зрителю свою работу, свой спектакль. В 2020 году на средства федерального проекта «Культура малой Родины» репертуар пополнился драмой «Плачет ива за горой». Это посвящение 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне по повести незабвенного Урала Галеева «Будем жить». Что касается еще проекта «Культура малой Родины», очень много обновилось чего в театре, материально-техническая база. Было очень много чего закуплено по свету, пульты осветительские, по музыке. Был закуплен проектор, экран.
В 2019 году у нас поменялись все зрительные кресла в зале, стали намного комфортнее, новее, свежее. Все делаем для зрителя, чтобы зритель приходил и спокойно, с удовольствием смотрел спектакли наши. Декабрь 2020-го был ознаменован долгожданной премьерой музыкальной комедии «Башмачки» по пьесе башкирского драматурга Хабибуллы Ибрагимова. Более 2 миллионов рублей грантовой поддержки, потраченные в Туймазинском драматическом театре, в том числе на улучшение материально-технической базы. Конечно, мы рады новшествам. Естественно, это нас очень радует, что если у нас в театре что-то новое появляется, конечно, мы безумно рады этому и стараемся это обязательно использовать в своих спектаклях. А как актеры осваивают микрофоны, новое оборудование? Они даже сами с удовольствием хотят это делать, чтобы вживую пелось. Мы на всякий случай все равно записали фонограмму, потому что вдруг там заболеет актер, вдруг там техника выйдет из строя. Да? Но ни один актер не хочет выходить под плюс. Они все: оденьте микрофон, я спою с эмоциями, передавая это там где-то где-то ух, чтобы сказать, да, чтобы это все передавалось. Даже некоторые зрители вот в зале сидели, я слышу, это они сами поют, это они сами поют. Руслан Рафисович, вы как видите свои перспективы участия в этом федеральном проекте? На этот год, на 2021 год, у нас тоже предусмотрены 2 спектакля в рамках этого проекта. Во втором квартале этого года мы начинаем ставить Флорид Булякова «Махаббат Корага. Похититель любви». И в третьем квартале 2021 года мы планируем поставить спектакль Нажипа Асанбаева «Родник, родничок», посвященный 100-летию поэта. И, конечно же, мы ждем и надеемся на то, что этот проект, он будет жить не год и не 2, а много-много лет и будет помогать нам для того, чтобы мы дальше и дальше как-то развивали театр только в лучшую сторону, со стороны материально-технической базы, со стороны костюмов, со стороны спектаклей качественных, хорошими режиссерами, постановочной группой, художниками, композиторами, чтобы у нашего театра был большой, богатый репертуар, который был бы приятен и полезен для нашего зрителя. Сиңа ярты сағат оқыт бирәм. Әлмәнләрне минем янга алып тиешсең. Аңлашылдымы? Баш өсте Газраил әфәнде. Баш өсте Газраил әфәнде. Әмир үтәлергә тиеш Газраил әфәнде. Әмир үтәлергә тиеш Газраил әфәнде. Эшебездә булыгыз. Шулай. Без кайдалыр барабыз. Кайдалыр бездә алып баралар. Ләкин без белмәйбез кайда. Насколько изменилась репертуарная политика Салаватского государственного башкирского драматического театра, который с 2017 года получает серьезную финансовую поддержку в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», можно судить по качеству постановок. По программе театра малых городов здесь создано 6 спектаклей. К
примеру, Глумов Островского, который, по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая маска», вошел в лонг-лист заметных спектаклей сезона 2017-2018 годов. А в 2020-м стал участником 27-го Пушкинского онлайн-фестиваля в Пскове. Вообще это замечательный проект, конечно, они нужны, такие проекты, где театры имеют возможность пригласить режиссеров, специалистов с других регионов, других городов, с более, можно сказать так, с более современной, развитой театральной индустрией, то бишь Москва, Санкт-Петербург, Казань, неважно. И самое главное, что помимо того, что театр приобретает новые спектакли в новых непривычных ему формах, в этих же спектаклях развиваются еще и актеры. Очень большой скачок вперед в развитии именно в актерском мастерстве. И также случилось и в спектаклях с Антоном Федоровым, который мы поставили. То есть первый это «Земляки», второй это «Глумов». Кстати, оба спектакля попали в лонг-лист «Золотой маски», а для нашего небольшого провинциального театра, мне кажется, это очень большое достижение. И просто сама работа с режиссером, она, конечно, очень интересная. Вот уже на протяжении 4 лет, с 2017 года по сегодняшний день, мы участвуем в проекте «Культура малой Родины», чему мы, конечно же, очень рады. И немного итоги подведу. В 2017 году мы выпустили 2 спектакля. Это «Глумов» по произведению Александра Островского и «Посетитель» Тунджер Джуджинаглу. Режиссерами являются, соответственно, Антон Федоров и Олег Ханов. Эти спектакли – участники различных фестивалей. Глумов у нас участвовал в международном театральном фестивале «Наурус» в Казани. Также он участвовал во время пандемии в Пушкинском онлайн-фестивале. И также он не попал в список лонг-лист нашей театральной премии «Золотая маска». Конечно, для нас это очень хороший результат. И «Посетитель» также участвовал в фестивале в Трабзоне, международный Черноморский фестиваль в Турции, в городе Трабзон. Понятное дело, что проект создавался, конечно же, наверное, с целью такой, чтобы эти спектакли выпускались и участвовали в каких-то фестивалях. И мне кажется, это очень похвально, то, что работы видны на российской сцене, что наши театры показывают себя, звучат, гремят на всю страну. Это очень похвально. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. В 2018-2019 годах режиссер Ильсур Казакбаев представил на сцене Салаватского драмтеатра 2 спектакля «Дыхание рая» и «Идукей». İdukey katı yaralangan diyen haber darılgan bir de dünyada. Boş haber! Boş haber! Yaralangan dikinin sevgine! Katı yaralangan diyen haberde düşmanlar tarafta! Этот проект дает возможность звать специалистов, художников из Санкт-Петербурга, Москвы, поработать с различными ребятами, которые, так скажем, смотрят и видят самые интересные постановки нашей театральной столицы и, конечно, переносят этот опыт тоже к нам сюда, делятся своими какими-то идеями. Мы еще можем какие-то технические возможности театра обогатить. Эта программа нам дает эту возможность. Надеюсь, что она еще будет долго существовать, потому что театры наши нуждаются в такой целевой программе, которая будет и материально поддерживать театры и давать возможность воплощать самые новые и дерзкие планы в театральном мире нашей республики. Еске ашашайбы. Мен бит она хамаға айта үлгермен асыққаныңды. Рахмат, тек мен бұнда отыра алмаймын. Тұрғызда хорой, хатта үтіне, иптер сатта, тынысланыры, мен бит дешләшні. Меня
Меня зовут Лилия Хисматуллина, я художник, сценограф и художник по костюмам. Я закончила школу-студию МХАТ и РГИС театральную академию в Санкт-Петербурге. Я работала в театрах Литвы, Эстонии, в Москве, в Новосибирске, в Томске. А в этом театре, в Салаватском башкирском драматическом театре, я выпустила 2 спектакля: «Идукай» с режиссером Ильсуром Казакбаевым и «Мгновение жизни» с режиссером Лианой Нигматуллиной. А также у нас в планах есть совместная постановка в будущем сезоне. Радость нашего дома. По Мустаю Кариму создавали с приглашенным режиссером из Казани Ринатом Аюповым. – 2020 год запомнился салаватскому зрителю радостным мгновением жизни. Ногман Мусина в постановке Лианы Нигматуллиной. Я счастливая актриса, потому что во всех этих проектах меня занимали режиссеры. Я получала от них какие-то знания, огромный опыт, большой багаж для своего творческого пути. И огромное, конечно, спасибо. Благодаря этому проекту появляются в нашем театре такие великолепные шедевры, великолепные спектакли, с которыми мы можем выезжать на разные фестивали, показать свое мастерство, свой профессионализм. Это, конечно, большое счастье для нашего театра и для наших актеров. Абрулы жюри Дилбер Фәрит кызның гарип балаларга ярдәм итүсе Яннәт һулышы мәрхәмәтлек оешмаһының әүдем эшен югары баһаланы һәм еңеүсе итеп һайланы. За 4 года мы осуществили несколько постановок. Также мы приобрели новое сценическое световое оборудование, звуковое оборудование. Также мы приобрели генератор тяжелого дыма. Также мы приобрели генератор снега, генератор тумана. Наверное, вот зрители, которые приходят на наши спектакли, они сразу же ощутили качество спектаклей, качество света, качество звука. Когда дети приходят на представление новогоднее, когда они видят лазерное шоу, когда они видят генератор снега, когда сверху падает снег, когда они видят мыльные пузыри. Дети в восторге. Хочу сказать, чтобы этот проект «Культура малой Родины» пусть живет дольше, чтобы малым театрам оказывали больше внимания. В цифрах финансирования Салаватского государственного башкирского драматического театра от федерального проекта «Культура малой Родины» с 2017 по 2020 годы составило более 31 миллиона рублей. Важно помнить, что эти немалые средства направляются не только на творческую часть, но и в целом на укрепление материально-технической базы, установку современной машинерии и других благ, без которых не обходится ни один современный театр. Благодаря проекту «Культура малой Родины» здесь обновлено световое и звуковое оборудование, заменили устаревший театральный занавес. И, наконец-то, у салаватских артистов появился комфортабельный автобус для гастрольных поездок. Всего не перечислить. Главное в другом. Салаватские театралы, впрочем, как и все их коллеги, артисты других театров Башкортостана, радуются всем техническим новшествам, что помогают донести со сцены главное – любовь к своему зрителю. Именно проблема маленьких театров, которые расположены в небольших городах, то, что хочется всегда, чтобы было как в столице, но возможностей не хватает. И вот проект дал нам возможность почувствовать себя на одной волне, на одном уровне со столичными театрами. И вообще это очень, конечно же, очень радостно, потому что в маленьких театрах работают замечательные артисты, в наших театрах замечательные специалисты. Не всегда их видно, а тут проект дает возможность им выразить себя, показать себя. И это, конечно, очень радует. Мы, в общем, очень надеемся, что этот проект будет жить. И просто сейчас невозможно представить, как будет жить театр, если вдруг проект перестанет дальнейшую свою работу. Поэтому очень бы хотелось, чтобы проект продолжал жить и чтобы поддержку театрам оказывали и впредь.
Если посмотреть, что же самое сегодня лучшее в репертуаре у театров, то окажется, что, конечно, самые дорогостоящие, да, ну, соответственно, с самыми большими финансовыми вложениями оказались спектакли, которые реализованы в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Внутри этого проекта есть отдельный раздел, который объединяет театр малых городов и театр детям. В рамках этой партийной программы за 4 года у нас уже из всех там источников, из федерального и регионального бюджета выделено более 214 миллионов рублей, поставлено 54 спектакля. И вот мы ежегодно, уфимцы, видим эти спектакли у себя здесь. Они приезжают, вот в разных театрах показывают. Приобретено 10 автобусов. Наши театры стали более мобильные. Сегодня у них есть возможность показывать не только столичному зрителю, не только у себя в городе. Да, вот у театров малых городов какая основная проблема? То есть они поставили спектакль хороший, прекрасный, но несколько раз в малом городе зрители пришли, посмотрели, и, собственно, как бы количество тех, кто посмотрел, приближается к 100%, и, конечно, им хочется удивлять новых зрителей, поэтому они садятся на автобус и показывают эти спектакли в соседних городах и районах. И самое замечательное, что когда они выезжают в районные города, мы видим, как наш проект объединяется, потому что они выезжают в обновленные районные дворцы культуры, выезжают в сельские дома культуры, где на средства тоже проекта «Культура малой Родины» было произведено переоснащение, появился новый звук, новый свет, и там полноценно уже театры могут во всей красе показать спектакли. Надо отметить, что по объемам привлеченных средств Республика Башкортостан находится сегодня на первом месте. Это очень высокая оценка, потому что ежегодно, когда принимается решение о выделении денег, принимается во внимание показатели предыдущей работы. И здесь я благодарна коллегам, руководителям театров, нашим руководителям районов и городов, где мы проводили ремонт наших клубов, что все это делается своевременно, без нареканий, потому что именно вот по освоению средств, по такой финансовой дисциплине выносят общую оценку, от которого зависит объем выделенных средств на будущий год. Хорошие начинания, имеющие достойное продолжение, становятся традицией. Спектакли, созданные по программе «Культура малой Родины», не первый год участвуют в традиционном весеннем декаднике в столице. Это праздник, своеобразный смотр театральных достижений республики, когда главные сценические площадки Уфы, Башкирский драматический имени Мажита Гафури, Татарский театр НУР, Национальный молодежный Республики Башкортостан имени Мустая Карима гостеприимно распахивают двери для всех, желающих познакомиться с творчеством и постановками коллег-театралов из так называемых малых городов – Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Салават. Так, в марте 2021 года 8 театральных коллективов республики представили 11 спектаклей разной жанровой направленности. Не забыли и о юном зрителе. Напомним, Башкирский кукольный молодежный, а также Сибайский детский театр «Сулпан» под серьезной финансовой опекой программы «Театры детям». Кстати, уфимский декадник по итогам прошедшего театрального сезона с обсуждением спектаклей, созданных при финансовой поддержке федерального проекта «Культура малой Родины», явление чисто башкортостанское. В других регионах пока не имеет аналогов. Но главное, с 2022 года он перерастет в фестивальное движение, соответствующей организации с приглашением ведущих российских театроведов, искусствоведов, театральных критиков. Дорогой зритель, надеемся, что наша программа о театральной жизни республики, рассказы о новых постановках, в том числе для детей и юношества, случившиеся благодаря реализации в Башкортостане федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» с его двумя наиважнейшими направлениями – театры детям и театры малых городов – станут весомым аргументом для того, чтобы приобрести билет в театр. Итак, до встречи в театре.